На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационную программу «Амши Кушара». Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Аслан Бжаня провел расширенное совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы энергетики, ситуации и устранения последствий непогоды. Министр здравоохранения Эдуард Будба дал интервью Абхазскому телевидению, в котором дал оценку ситуации в стране и рассказал о том, как проходит вакцинация. Горные водопады, живописные озера, радоновые источники, восточное направление Абхазии пользуются все большей популярностью у туристов. Вопросы энергетики, ситуации и устранения последствий непогоды стали главными темами расширенного совещания, которое провел президент Абхазии Аслан Бжаня. Во встрече приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхаз Квициня, премьер-министр Александр Ангваб, секретарь Совбеза Сергей Шампа, исполняющий обязанности гендиректора РУП Черноморэнерго Тенгиз Гирджинба доложил о состоянии дел в отрасли. Как отметил Гирджинба, в связи с туристическим сезоном имеет место и естественное увеличение потребления электроэнергии. Замминистра экономики Теймураз Мигвабия сообщил, что по всей Абхазии отключено 4700 единиц майнинговых аппаратов, из которых 1100 вывезено за пределы республики. Выплачено решением суда штрафов на сумму около 600 тысяч рублей. В судебном производстве находятся иски на более чем 14 миллионов. Глава государства поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реанимации перепадных ГЭС. Аслан Бжаня высказал недовольство тем, что работа в этом направлении ведется недостаточно эффективно. На совещании также обсуждались вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, имевших место в республике. По словам премьер-министра Александра Ангваб, ущерб от урагана составил более 80 миллионов рублей. Без учета 3 сгоревших домов и 19 автомашин. Всего стихия затронула 231 дом. В ходе ливневых дождей пострадало 242 объекта. Процесс подсчета убытков продолжается. О борьбе с COVID-19 и мерах, предпринимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, доложил министр здравоохранения Эдуард Будба. Обсуждался и вопрос, связанный с компьютерным томографом в Гудаутском госпитале. Расширенный репортаж совещания главы государства смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амши Кушара Яцу». Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале будет отремонтирован и запущен. Сейчас ведутся переговоры с компанией, установившей данный аппарат. В ближайшее время в республику приедут специалисты, которые заменят вышедшее из строя оборудование и в дальнейшем будут обслуживать КТ. Об этом в интервью нашей программе сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба. Глава Минздрава также дал оценку эпидситуации в стране и рассказал о том, как проходит вакцинация. По поручению президента Республики Абхазия несколько дней назад я связался с той компанией Foresight Medical, которая устанавливала компьютерное оборудование в Гудаутском ковидном госпитале. После переговоров компания Foresight Medical прислала мне коммерческое предложение. Вчера буквально. Значит, следующего характера. ООО Foresight Medical готова в кратчайшие сроки восстановить работоспособность компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале и принять его на годовое техническое обслуживание с гарантийным обязательством сроком на 1 год. Наше коммерческое предложение. Замена высоковольтной части КТ-сканера, в скобках замена рентгеновского излучателя включена, стоимость 3 миллиона 600 тысяч рублей. Значит, второе. Годовое ТО с гарантийными обязательствами с подключением модуля удаленного доступа, стоимость 800 тысяч рублей. Условия отплаты 100% предоплата, сроки в течение 10 календарных дней после поступления оплаты. Значит, хочу расшифровать, как говорится, вот это коммерческое предложение. Я так понимаю, что они готовы уже на следующей неделе приехать в Республику Абхазия, начать монтаж новой трубки и взять на себя
все сервисные обязательства, гарантийные по обслуживанию этого компьютерного томографа. То есть в эти 800 тысяч рублей будет входить, как они написали, подключение модуля удаленного доступа. Что это значит? То есть если у нас будут дополнительные какие-то исследования, которые будут приводить к перегрузу трубки, или теплообменник будет перегреваться, или какие-то обстоятельства, которые будут усугублять работу этого компьютерного томографа, они дистанционно, находясь на своих рабочих местах, могут блокировать эту работу, чтобы он не пришел к сбою. Понимаете, да? Это очень важный момент. Я думаю, что сегодня я уже с ними пообщался, ждем от них договор. Договор будет с нашей стороны также изучен, чтобы все подводные камни мы исключили. И далее, я думаю, как только они приедут, мы доложим руководству о результатах. Смотрите интервью министра здравоохранения Эдуарда Бутба в нашей сегодняшней программе. С 10 августа в Абхазии вакцинировались 1017 человек российским препаратом «Спутник Лайт», сообщили в пресс-службе Минздрава. В Сухуме и в Сухумском районе 589 человек, в Ачимчирском районе 64, Ткорчалском 24, Галском 13, Гулрыбском 131, Гагарском 166, Гудаутском 30. Всего на данный момент в республике вакцинировались более 7,5 тысяч человек. 6500 препаратом «Спутник Ви» и 1017 однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Политическая партия Айтайра выступила с заявлением, в котором обратила внимание на неясность ситуации, связанной с организованной массированной атакой на премьер-министра Абхазии Александра Ангваб. Как отмечается в заявлении, в этой атаке участвуют не только нынешняя оппозиция, но и те, кто совсем недавно заключил с провластными организациями политический союз. Члены партии Айтайра выражают уверенность в необходимости здоровой политической конкуренции в рамках политической культуры. При этом подчеркивают, что именно в этом вопросе в стране большие проблемы. В любой политической системе цели формирования союзов, альянсов, коалиций и прочих предельно четкие. Они должны быть ясны каждому участнику. Но здесь не так. И это обстоятельство на фоне развернутой кампании против Александра Ангваб создает ощущение некой игры. А в играх мы не участвуем. В нашей стране множество реальных проблем в различных сферах. Больших усилий требует защита здоровья граждан. Вот над чем надо работать и искать пути выхода совместными усилиями, а не планировать рокировочки. Это носит деструктивный характер, говорится в частности в заявлении партии Айтайра. Стоимость прожиточного минимума в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 августа 2021 года составила 8025 рублей. Сюда входят продовольственные товары на сумму 5489 рублей. Непродовольственные товары – 1573 рубля. Платные услуги, налоги и обязательные платежи – 963 рубля. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,3%, сообщается на сайте Госкомстата. Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 103,8%, в том числе на продовольственные товары 105, непродовольственные товары 105,8, платные услуги населению 102,4%. Летний курортный сезон в самом разгаре. Большой популярностью в Абхазии пользуется озеро Рица, Ауатхара, Новофонская пещера, монастырь святого апостола Симона Канонита и другие известные места, расположенные в западной части страны. При этом в последние годы все активнее стал развиваться туризм и в Восточной Абхазии, в частности в Ткорчалском районе. Горные водопады, живописные озера, радоновые источники не оставляют равнодушными всех, кто здесь побывал. В экскурсионный маршрут отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш.
В последнее время все больше любителей активного отдыха привлекает город-герой Тхварчал и его окрестности. Среди них местные жители и туристы. Оно и неудивительно, ведь в Тхварчале много живописных мест, в их числе, конечно, водопады. По дороге по Кармару открывается потрясающий вид на гору Лашкендар и реку Аутсга. Это первая остановка. Все туристы с восхищением фотографируются на фоне горы. Мы едем на водопады. И вот самое интересное для нас это водопады и красота абхазской природы. Мои дети приезжают сюда уже в 6-й раз, в смысле в Абхазию. Я, наверное, 3-й или 4-й. У вас прекрасная страна и природа просто потрясающая. Очень дружелюбные люди, очень гостеприимные. У вас прекрасно и замечательно. А еду, конечно же, за красотами, за потрясающей природой. На этом месте уже в течение 2 месяцев идет строительство смотровой площадки в виде открытой ладони, что является символом абхазского гостеприимства. Сейчас работы близятся к завершению. Автором идеи данного объекта является житель Тхварчала, предприниматель Арлан Какубава. По его словам, смотровая является исключительно экскурсионным объектом, а не памятником, как полагают некоторые пользователи абхазского сегмента Facebook, где идет активное обсуждение строительства этого объекта. По маршруту нашему это будет первым экскурсионным объектом, у которого будут останавливаться наши гости. Касаемо нашего святилища Лашкендар-Ныха, вот мы видим на фоне гора Лашкендар, но хочу тоже отметить, что до этого святилища, до Лашкендар-Ныха, отсюда ехать еще 1,5-2 километра. То есть мы эту смотровую не установили в каком-то священном месте. Такие разговоры идут, но просто я думаю, это все из-за того, что люди географически не до конца разобравшись, по фотографиям сделали какие-то выводы. Я их понимаю, я понимаю, что эти люди также любят нашу страну, переживают за нее. И мы со своей стороны сделаем все, чтобы как-то не задеть нашу природу, да, нашу культуру. По словам Арлана Какубава, прежде чем начать строительство смотровой площадки, они согласовывали его с соответствующими службами в районе. Рядом со смотровой предполагается еще установка тарзанки. В наших планах по-быстрому завершить эту руку, для того, чтобы на ней успели пофотографироваться. Это в виде рекламы, то есть будет своего рода, может быть, не визитная карточка Тхварчала, но будет еще один объект, который будет так или иначе привлекать к нам гостей. Мы хотим со сборов этого экскурсионного объекта официально 10% отчислять фонду инвалидов нашего города. В 12 километрах от города находится Акармарский водопад. Высота его достигает 40 метров. Красота и сила бурлящей, не спадающей воды не может не впечатлять. Все очень хорошо. Природа просто замечательная. Райское место. Советую всем сюда приезжать и отдыхать. Здесь же у водопада расположился ресторан «Апасха» семьи Какубава, где туристы могут попробовать блюда национальной кухни. Как видно, людей здесь немало. Сюда едут не только по индивидуальным турам, но и экскурсионным. По словам гида, восточное направление Абхазии все больше пользуется популярностью среди туристов. Мы приезжаем практически каждый день из Гагры, из Пицунды, из Цандрипша забираем, из Сухума иногда подбираем, из Нового Афона. То есть практически вся география, все побережье сюда едет на Тхварчальские водопады. Наша турфирма «Твоя Абхазия», но есть и другие. Я знаю, что Библиоглобус уже возит сюда, да, но в основном «Твоя Абхазия» изначально разрабатывала это направление, и это труд, который был ими проделан. Чтобы добраться до остальных водопадов, туристов пересаживают на внедорожники, так как путь к ним достаточно сложным. В основном перевозкой туристов занимаются местные жители. После сильных дождей проезд стал еще более трудным. Арлан Какубава рассказал, что им практически после каждого сильного ливня приходится заново засыпать дорогу. Минут 10-15 езды по бездорожью, и открывается вид на водопад Ирина, которую Арлан Какубава назвал в честь своей мамы. Дорогу на водопад они проложили в 2016 году, и он стал доступным. Высота водопада около 40 метров. Неподалеку от него есть еще один водопад. К примеру, этот называется Великан. Его высота достигает 100 метров и является самым большим. Безусловно, красота этого водопада не может оставить равнодушным абсолютно никого. Кристальные струи воды, которые с грохотом падают с головокружительной высоты, поистине завораживают. На мощь и величие водопада можно наблюдать часами. Вообще великолепно, вид прекрасный, запахи, вот знаете, такие аутентичные, такой вот джунгли, ощущение джунглей, водопад, прям вот мощь какая-то такая, все великолепно. Идея развития туризма в Тхварчалском районе у семьи Какубава возникла давно, но к ее реализации они смогли приступить лишь в 2009 году. И с тех пор шаг за шагом мечты воплощают в реальность. Мы начали завозить в Тхварчал группы по 2-3 человека максимум, я помню, были группы.
сажали здесь их на лошадок и вот на лошадках отправляли в горы, на озера. И с каждым годом у нас этот поток увеличивался, и к 2013-2014 году появилась необходимость построить небольшой ресторанчик у первого водопада Кармарского. В 2016 году мы запустили этот ресторан, и те экскурсии, которые приезжали к нам, посещая Радоновый источник и этот водопад единственный, получалось, что у них оставалось слишком много свободного времени. То есть эти оба объекта не проходили к часу, да, грубо говоря, дня. И вот остаток дня у них просто-напросто терялся. Поэтому появилась необходимость добавить какие-то интересные объекты природные. А вот я и двое моих друзей втроем мы просто-напросто взяли рюкзаки и пошли в лес. То есть по реке выше и выше. И вот осенью 2016 года мы нашли эти два новых водопада Ирина, Великан. Не менее популярный туристический объект в Хварчалском районе – Радоновые источники. Еще в советские годы за раз здесь могли принять около 300-400 туристов. Сейчас же на территории стоит небольшой коттедж с 9 номерами, сауна, бассейн с подогревом. В радоновых ваннах могут находиться одновременно 12 человек. Радоновые ванны очень полезны при лечении заболеваний суставов, позвоночника, сосудов, атеросклероза и других болезнях. У мужа есть проблемы со спиной. Мы знаем о целебных свойствах данных источников, поэтому стараемся приезжать сюда хотя бы раз 5-7 за лето. После сеансов, которые он здесь провел, он приезжал, прям жил здесь в гостинице. Весь год его спина почти не мучила. В среднем за последний турсезон экскурсионные объекты Тухарчала посещают около 50-60 тысяч туристов. Предприниматель Арлан Какубава исправно платит налоги в бюджет района. Для расширения туристического потенциала Тухарчалского района планов у предпринимателя немало. Но решить их разом не удается по ряду объективных причин. Самая главная проблема сейчас – это состояние дорог. Больше 10 лет они своими силами пытаются выравнивать и подсыпать их. Но этого явно недостаточно. Я встречался лично с большими турфирмами, да, с представителями больших турфирм. У всех первый вопрос: доезжает ли экскурсионный автобус до объектов. Как только узнают, что туда доехать невозможно на автобусе, конечно же, они просто закрывают тему Восточной Абхазии. Поэтому я могу сказать так: если в наше время, в данное время в туристическую отрасль в Хварчале вовлечено до 200 человек, то с появлением, скажем, асфальтированной дороги, я уверен, что поток отдыхающих, поток наших гостей увеличится в 5-6 раз, да, многократно. Соответственно, увеличится и количество рабочих мест у нас в Хварчале также многократно. Поэтому мы очень надеемся, что нам помогут с этим вопросом. Тем более мы общались с представителями власти. Нам пообещали помочь вложить данный проект, то есть данную дорогу в инвестпрограмму. И я не знаю, через год, через два нам этот асфальт положат. Выше горных водопадов Хварчала есть и не менее живописные озера. Сейчас к ним путь непроходим. Но, как отмечает Арлан Какубава, в скором времени они приступят к работам по прокладке нового туристического маршрута. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Сухуме завершился республиканский турнир по теннису, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбия Ардзинба. Как сообщает пресс-служба Госкомспорта, в турнире принимали участие 50 спортсменов из городов и районов республики. По итогам соревнования в возрастной категории до 8 лет среди мальчиков первое место занял Нестор Цужба. Сабрина Анба и София Каракасиди стали сильнейшими в двух возрастных категориях – 9-10 и до 13 лет. В возрастной категории до 17 лет победил Роберт Делинян. Среди девочек первое место заняла София Агумава. Все спортсмены, занявшие призовые места, были награждены теннисными мячами от имени председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемала Губас и президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна. Также спортсмены были награждены призами от семьи Салыбия Ардзинба. И в конце выпуска прогноз погоды. По
сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 21 и 22 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможны кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 24-29. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.